Калининград не перестает удивлять. Очень красивый город. Друзья, многие задавали вопрос, зачем я приехал в Калининград по приглашению вот этого прекрасного молодого человека, у которого большие начинания в ММА. Очень рад находиться в Калининградской земле. У вас турнир Knockout Fight Liga. Скажите, пожалуйста, какие цели вы преследуете и какие у вас будут планы, то есть в глобальном будущем? Это такой, так скажем, одноразовый проект или это проект, у которого есть большое будущее? Я скажу, мы к этому шли с 2019 года еще. Мой брат Уронов Дельшот, мы с ним этот проект еще в 2019 году написали, мы шли, готовились к этому. Поэтому, как и сказал, это всего лишь начало, и каждые 2 месяца турнир в разных городах России и стран СНГ мы будем делать 100%. Друзья, всех приветствую, ассаламу алейкум. Прилетев в Калининград, очень приятно удивлен, что есть земляки, есть братья, есть близкие, которые следят и за моей творчеством, за моей деятельностью. Так правильно сказать, ведут такой образ жизни, который, так скажем, правильно для общества, в котором мы сегодня здесь живем, на территории Российской Федерации. Так вот начинается с Пушкина, Федор Михайлович Достоевский, Абул Косим Фирдауси, Поболи. Салам алейкум, Ако. Как вы? Спасибо вам большое за приглашение. Мархамат, накажу. Добро пожаловать в клинику Огузмед. Клиника по пересадке волос Огузмед приглашает мужчин, у которых выпадают волосы. Огузмед дают гарантию на всю жизнь. Наши клиники в городе Москва, Казань, Санкт-Петербург. Обращайтесь по промокоду Бахаджалола, вы получите 15% скидку только в месяц январь-февраль. Умедло Бредович, ассаламу алейкум, здравствуйте, меня зовут Бахрадин Джалолов, я журналист, режиссер. Я благодарен вам, что вы уделили свое время. И первый вопрос, который для меня интересен, расскажите, пожалуйста, о себе и о вашей организации. Алейкум ассалам. Камолов Умедло Байдулович, Калининградская региональная общественная организация. Возглавляю ее более 4 лет. Наши соотечественники попросили, чтобы я возглавил эту организацию и ввел этот народ здесь, в Калининградской области. 4 года – это срок большой. Для меня еще стало интересно. Расскажите, пожалуйста, о ваших достижениях в этой организации. За 4 года наша организация осуществила ряд мероприятий, начиная от тематических вечеров, посвященные Омару Хайяму, Фирдауси, Рудаки, Сино и многие-многие мероприятия, связанные с нашей культурой, традицией и историей. Заходя в ваш кабинет, мне было приятно увидеть основоположника русской литературы Александра Сергеевича Пушкина, Достоевского и, конечно же, наших поэтов и писателей таджико-персидской литературы. И Россия, и Таджикистан имеют богатую историю, богатую литературу. Когда я говорю Таджикистан, персидский мир тоже имею в виду. В первую очередь, мы братский народ с Россией, а самая важная задача нашей организации – показать традицию и культуру нашего народа. И хочу подчеркнуть, друзья, вот вы смотрите мой YouTube канал, и в основном мы с вами говорим о спорте, об ММА в частности, да, но вот эта вот идея в команде Умеда Байдовича для меня очень понравилась, и она такая, знаете, вот на самом деле эталон для других диаспор, чтобы именно интегрироваться в этом направлении, потому что у нас величайшая история и культура, и нужно именно о культуре больше говорить. Да, спасибо вам большое. Кстати, еще какие мероприятия, помимо вот культурного, какие-то эстрадные концерты, что-нибудь такое тоже проводите вы? Да, проводим ряд культурных мероприятий, которые связаны с 9 мая, бессмертным полк. Мы всегда чтим своих предков,
У меня дед участник Великой Отечественной войны. Много рассказывал о войне, обо всем. Никто не забыт, ничто не забыто. У нас 11.05.24 года провели спортивное мероприятие. Очень тоже немаловажно, потому что спорт это объединяет, во-первых, спорт воспитывает и за здоровый образ жизни. Это очень хорошо, вы прям отметили про своего дедушку. У меня тоже прадедушка был героем тыла, в первую очередь. Он почти 12 лет служил, и во времена, когда 41 по 45 год, он был в тылу, там, в заводах военных, и потом уже остался на восстановлении. Вот как раз таки именно европейской части, да, там СССР тогдашний, сегодняшняя Россия. Очень хорошо, кстати, вот турнир ММА, который мы вчера провели, она была на высоком уровне. Вот, какие еще вы планируете в ближайшее время провести таких мероприятий? В этом году наш президент Российской Федерации объявил годом семьи. Готовимся со своей командой провести такое масштабное мероприятие. Делаем проект, пока это сейчас в сыром, пока не могу сказать, показать, но вы обязательно в этом году это мероприятие увидите. Я хочу посетить это мероприятие, если можно. Кроме этого, конечно, очень много мероприятий было, как я вам показывал, какие достижения, какие благодарственные письма от правительства, от регионов, то, что проводим совместные мероприятия, показываем, опять же, традицию, культуру, потому что это очень важно. Важно и для местных жителей, и важно, конечно, для наших приезжих, чтобы окунулись тоже в мир русской литературы. Умный Лобедович, когда мы с вами договорились о нашей встрече, я подготовил еще несколько вопросов. Я прочту, с вашего разрешения, еще у меня 3 вопроса, вот перейду к следующему. Расскажите, пожалуйста, с какими сложностями вы сталкиваетесь, потому что я знаю, что будучи ваша должность, она нелегкая, потому что, в первую очередь, народ, который приезжает сюда, его нужно интегрировать, потому что давайте не будем забывать, что Калининград – это европейская часть России. Да, сложности, конечно, не без сложностей, сложности бывают. В первую очередь это миграционная политика, то что миграционный учет, патент. Мы помогаем им сопровождать, правильно будет, наших граждан по поводу миграционной политики. И, конечно, мы интегрируем наших сограждан в этот социум, в это общество. Кстати, расскажите немножко о том, допустим, может, есть какие-то еще другие сложности, да, это вот именно вот то, что по легализации вы говорите, это самая основа основ, и я с вами согласен по поводу того, как вы сказали, что нужно интегрировать, в первую очередь, вы очень хорошо подчеркнули это, я с вами тоже согласен, постоянно в своих подкастах тоже об этом говорю, нужно интегрироваться в страну, в которую мы приезжаем. Бывают такие моменты, которые уже ваших сил не хватает, и вы уже подключаете структуры, чтобы они вам помогали. Да, естественно, взаимодействуем со всеми органами власти, помогают правительство Калининградской области, администрация Калининградской области, помогает. Мы им спасибо, что плотно взаимодействуем по этому вопросу. Отлично. И следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, о ваших целях и задачах. Цели у нас, первая цель – это интегрировать людей, которые приезжают в наш край, в нашу область, в этот социум, чтобы бывают проблемы, приезжает семья, надо их устроить, общеобразовательное учреждение, помогаем с русским языком. Люди, которые приезжают, не знают, не владеют русским языком. Открыли курс русского языка специально для наших сограждан. Помимо образования трудоустраиваем, помогаем, есть ряд компаний строительных, которые тоже взаимодействуют. Не отходя от этого вопроса, задам еще один вопрос, который для меня интересен. Я помню, я сам столкнулся, будучи студентом, работал в одной организации, в котором я оставил, так скажем,
самое лучшее время в своей жизни, во время студенческой молодости, в котором мне не заплатили. Бывает такое, что, допустим, воспользуются трудом наших земляков или там наших соотечественников и за это не платят. Такими моментами тоже сталкивались? Да, сталкиваемся. Есть недобросовестные, есть добросовестные подрядчики. Но в основном бывает палка двух концов. Это зависит тоже от наших сограждан, которые приезжают, не владея, не имея навыков, берутся за эту работу. И тоже это как бы тоже такие проблемы бывают, сталкивались. Но в основном стараемся работать с людьми, которые уже у нас есть контакт. Мирзо Багдоевич, спасибо вам большое за это интервью. Я очень рад, что вы уделили время для меня. Спасибо вам большое. Тоже рад посещать да, ваши спасибо. мероприятия. Спасибо вам, что пришли, уважили нас по этому вопросу, потому что много вопросов, а у нас время мало. Но мы обязательно в будущем, если у нас мероприятие, которое должно произойти, мы обязательно хотели бы, чтобы вы присутствовали на этом мероприятии. Спасибо большое. С удовольствием. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, радует, что вот такие вот большие арены, красивые, у них проводятся такие мощные мероприятия. Далер Назурович, здравствуйте. Здравствуйте. Я поздравляю вас с первым проведенным турниром в городе Калининград, с дебютным турниром. Скажите, пожалуйста, вы довольны уровнем мероприятий, которые провели? Очень довольны, мы не ждали таких результатов, но очень много билетов продали, и бойцы очень хорошо выступали. Невероятные бои мы увидели сегодня, поэтому мы всем довольны. Расскажите, пожалуйста, какие бои вам запомнились больше всего? Бой, например, Умара Якубова, Гаирбека Давлатова, вот эти бои, Эдуард Хаджакян, эти бои запомнятся. И последний финальный бой вечера, Султанбек против Ивана Еременко, который закончился неожиданно. Это было неожиданно для всех и очень круто. Вот как раз я хотел по этому вопросу отдельно зациклиться. Насколько я знаю, его соперник вышел на замене, да, там? Парень был местный. Короткие уведомления у него было, он за одну неделю принял бой. Первый соперник у него был из Египта, он травмировался и не вышел. Мы выбрали другого соперника для него, вот за короткое уведомление вышел и в первом раунде закончил этот поединок. Скажите, пожалуйста, какие в дальнейшем скажите, какие в дальнейшем у вас будут новые турниры, когда ждать новых турниров? Очень хотим в июле сделать в Санкт-Петербурге турнир и в августе сделать в Алмате, и в сентябрь, день города Калининград, 28 сентября мы обязательно проведем 4-й турнир также здесь. Нет ли планов провести в столице России, в городе Москва? В Москве очень хотим, но это будет к концу 2024 года. Спасибо большое, успехов вам, удачи в новых начинаниях. Спасибо.